Здравствуйте, меня зовут Елена Агаева, я многодетная мама, мне 42 года, у меня 4 детей, дети трое жили здесь, в Якутске уже 3 года. Старший сын у меня в школе Олимпийского резерва, он у меня борец, дочка поступила в институт, а младшая дочка у меня на бегунье, тоже в интернате воспитывалась. Вот, они все тут жили, я снимала квартиру им, а я с младшим жила в Вилюйске. И там я работала поваром в придорожном кафе последние 6 лет. Кормила, так сказать, весь Вилюйский УЗ. Естественно, повар просыпается очень рано и начинает очень рано. В 5 часов я уже была на работе, и там уже варили, парили, жарили, конечно. Ну и до позднего вечера, иногда и по несколько дней мы работали без выходных. Поэтому, работа, скажем так, нелегкая. Уже 11 лет я воспитываю детей сама, и поэтому как-то у меня все время были мысли, чтобы уехать, но мне нужно было воспитывать, поднимать, нужно было кормить и все такое прочее. И старшая дочь очень помогала. И потом уже дети устали без мамы и сказали: мам, давай переезжай. И вот мы решили, и 2 года назад переехали. Не скажу, что я жила плохо в Вилюйске, да? Я не скажу, что моя работа не была любимой. Просто я немножко понимала, что я не там нахожусь, что это не мое. И когда уже все выросли, и мне стало места там мало на самом деле, и вообще я все время мечтала всю жизнь поменять профессию, я мечтала всю жизнь быть фитнес-тренером, я как бы сама спортсмен. Но когда я приехала, я где-то полгода не работала. И мне дочка все время говорила: мама, когда ты устроишься на работу? Я говорю: я не хочу работать поваром, я не хочу работать продавцом, я не хочу, это не мое. Я говорю: сейчас вот будет такой момент, когда мне предложат хорошую работу, и она обязательно у меня появится. И действительно, меня позвали, пригласили. Сначала меня попросили просто заменить, а потом уже пригласили меня работать. У меня много детей, и как бы у меня не было возможности учиться, поехать. Как-то у меня так все получилось, что я раз нарожала, и не было возможности. А подруги мне говорили: зачем родила, вот у тебя опять пеленки, опять это, опять то, вот ты же хотела поехать там куда-то, туда-сюда. Я говорю: сейчас придет время, обязательно все получится. И так и получилось. В принципе, я сейчас молодая, здоровая, красивая женщина, у меня уже взрослые дети, да, я сейчас уже занимаюсь своими какими-то делами, которые вот все время хотела воплотить в жизнь, и дети меня как бы только поддерживают в этом, да, и я сейчас не могу представить, да, что у меня не было бы столько детей. Все говорят: как ты воспитываешь, трудно, тяжело. Да не трудно, да не тяжело, прекрасно, потому что дети — это счастье, и самое главное в жизни, мне кажется, это дети, а потом уже все остальное. Дети мне позволили не сломаться, дети мне позволили не испортиться, не сойти с пути, по которому сейчас я иду, честно говоря. Потому что я всегда думала о том, что когда они вырастут, чтобы им не было стыдно за меня. Были такие моменты в жизни очень сложные, потому что у меня как бы 2 было брака, у меня первый муж умер, второй муж тоже умер. И как-то умерли они не очень хорошо, и было очень сложно, и, как правило, наше общество, оно осуждает, оно как-то все время говорит какие-то нехорошие вещи, да, не поддерживает, скажем так. И несмотря на то, что вот были какие-то очень неприятные моменты в жизни, да, я всегда думала о детях, потому что были такие моменты, когда, да, было тяжело, было сложно, и когда бывало, что показывают пальцем, да, например, и такое бывало, шепчутся за спинами, да, говорят, там, нарожала, нищету наплодила, да. И для меня это было такой мотивацией. Я хотела доказать всем, что, ребята, вы не правы, я могу, я сделаю, я сделала. И сейчас я могу сказать, что вот все, кто в меня не верил, да, я им доказала, что что у меня получилось. Я все сделала, мои дети сейчас замечательно живут, мы вообще все счастливы, у нас все хорошо. И как бы я благодарна тем людям за то, что они так со мной поступали, потому что они сделали меня только сильнее. И сейчас я преподаю
У меня есть моя фитнес-студия, и сейчас я получаю удовольствие, сейчас я там, где я должна быть. Мне кажется, это вот предел мечтаний, мне кажется, каждого человека. Найти себя. И я знаю, что если мечтаешь, то обязательно получаешь. Поэтому я даже писала, у меня есть тетрадь, и я там вот писала какие-то свои мысли, мечты, что вот я хочу работать там, я буду, даже не буду, и что я работаю, что я уже это как будто получила. Если у вас есть желание и цель, обязательно нужно сделать первый шаг, обязательно нужно начать. Даже если не получится, даже если будет провал, но это будет ваш опыт, это будет ваш путь. Он все равно у нас тернистый, да, нам сложно бывает легко, но все равно мы приходим к тому, чего очень сильно хотим. Если очень хочется, обязательно получается. Я сейчас счастливый человек, и я поняла, что я нашла то, что искала, и мне очень комфортно сейчас. Я просыпаюсь утром, я могу обнять своих детей, я могу поцеловать их, я могу сказать им, что я их люблю. На самом деле у нас в жизни есть очень много, за что мы можем благодарить. К сожалению, мы не ценим порой то, что имеем. Мы хотим все время большего и не замечаем, что вокруг нас замечательные люди. Я радуюсь каждой погоде, каждому дню, каждому солнышку или дождю, неважно, потому что самое главное, что мы можем ощущать вот эту красоту. Вообще я люблю жизнь.